В Архангельске с участием муфтия шейха Равиля Гайнуддина, президента Татарстана Рустама Минниханова, а также губернатора Игоря Орлова и глава администрации города Архангельск открыта историческая мечеть. Она была построена в 1905 году. В данный момент увидите ее в хорошем состоянии после ремонта, но в прошлом этот молельный дом подвергался неоднократным бедам. Мечеть была построена больше века назад, была закрыта во времена запрета на религию, реконструирована еще лишь в 2010 году, после того, как она официально была возвращена мусульманам. Но в месяц Рамадан 2014 года случилось непоправимое. Мусульмане Архангельска вновь лишились молельного дома. Еще несколько лет назад эта мечеть была подожжена группой неизвестных, а сегодня она уже принимает в своих стенах делегации из разных городов, а также тех, кто просто решил помолиться и поговорить с Богом. Поразительно, но и этот страшный пожар, уничтоживший деревянную мечеть, не сломил дух мусульман. Мечеть начали восстанавливать, выкладывая бревно за бревном. Строили мы его почти, если правильно сказать, возвращали почти 10 лет это историческое место. Вот, вы знаете о том, что были эксцессы, трудности были. Историческая и, как ее еще называют, самая северная мечеть была построена на средства татар-мусульман. Задача по восстановлению храма мусульман была нелегкой. После стольких бед и испытаний бревенчатая мечеть была возведена и реконструирована как точно копия исторического здания. И 26 августа 1905 года в ее стенах прозвучал первый призыв к молитве. Татары наши были очень сильными здесь, ведущими купцами. У них было 6 магазинов. Вот это, где мы сейчас построили, возродили мечеть, вокруг это татарский слобода. Вы видите сегодня мечеть, да? По старинному проекту она построена 1 к 1. И вот морозным февральским днем 2018 года она вновь открыла свои двери для верующих. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнуддин подчеркнул, что конструктивный и гуманистический подход с одной стороны, патриотическая и созидательная позиция с другой характеризует сегодняшнее состояние государственного исламского диалога. И то, что сегодня на самом севере нашей Родины мы воссоздали нашу историческую мечеть и торжественно открыли, это показательно для всех наших граждан, что мы живем в государстве, где защищаются права граждан всех национальностей, всех вероисповеданий. Наш президент Владимир Владимирович показывает всему миру, что в нашем государстве мирно существуют наши традиционные религии и есть взаимополезное сотрудничество религий и государства. Многовековой опыт мирного сосуществования разных народов России и их религиозной идентичности является примером для многих стран. Факт открытия мечети еще раз демонстрирует это. Российский ислам же он самый толерантный, Вот сейчас мир в такой сложной ситуации. И опыт России это самый лучший. Вот посмотрите, что происходит в европейских странах. Нет там вот этого контакта, который есть у нас. Губернатор Игорь Орлов в приветственном слове назвал открытие воссозданной мечети восстановлением исторической справедливости и признаком духовного возрождения общества. Рядом с новой мечетью на Новгородском проспекте, возможно, вскоре появится и православный храм. Это место станет символом единения религий и культур многонациональной России. Я считаю, что это в очередной раз подтверждает, что это северная земля, тепла для всех, кто чист, добр помыслами и понимает, что жить надо вместе и созидать надо вместе. Жители Архангельска не забудут этот день, ведь после долгой разлуки вновь появилась возможность вкусить сладость молитвы в Доме Всевышнего. Фахрудинова Дудиля уже больше 50 лет проживает в Архангельске. Она признается, что это самое долгожданное событие в ее жизни. Мы рады, что мечеть открылась. Мы долго ждали этого дня, чтобы для нас открывалась мечеть. Мы рады. У нас сегодня самый радостный день открытия мечети. Большое спасибо нашему руководству. По завершению первой за долгое время пятничной молитвы в региональном правительстве состоялось вручение наград и благодарностей тем, кто оказал поддержку в открытии исторического объекта. Ариф Тухаев, Медина ТВ.